Ильмега, если бы вы знали, что так получится, что окажетесь отрезаны от дома, от близких, вы бы что-то изменили в своих действиях тогда? Однозначно, да, я бы отказался просто выезжать, потому что меня вывезли обманным путем. Представились как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, попросили проехать с ними в Симферополь, чтобы ознакомиться с неким указом президента Путина о помиловании. И вместо своего офиса привезли в аэропорт. На краю аэродрома стоял самолет, когда я оказался в салоне. Там Ахтем уже находился в салоне самолета. Вы бы тогда оказались в тюрьме. Вы бы сейчас были бы не свободным человеком. И все равно я бы 2 года тюрьмы не променял на свободу вне Крыма. Вам удалось узнать подробности вашего освобождения? Есть ли уже на основании какого указа это произошла информация? К сожалению, больше, чем мы уже дали в прессу, во всякие средства массовой информации, больше информации нет. Мы действительно так и не ознакомлены с указами в отношении нашего освобождения, и мы не знаем, на каких условиях нас освободили. И на основании чего освободили. Потому что мы оба отказались написать письмо о помиловании на имя Путина. А если вы помните, после нас, когда Олега Сенцова мама просила освободить, ему сказали, что обращаться должен лично сам. Так вот, я утверждаю, подтверждаю, что в нашем случае поступили прямо наоборот. Политическая договоренность между 2 президентами должна была быть исполнена, и нас освободили на каком-то другом основании, о котором официально нам тоже никто не сообщал. Из неофициальных источников нам известно, что это муфтий Крыма Эмир Али Аблаев, который является коллаборантом и предателем, считается, среди крымских татар. Он по просьбе ФСБ подписал некие прошения за Ахтема и за меня. И на основании его прошений якобы был подписан какой-то указ. Еще раз говорю о том, что мы этот указ еще не видели. Как вам сейчас удается общаться с близкими, с детьми, с внуками? Как часто вы сможете с ними видеться? Видимся мы только в том случае, если они приезжают в Киев за год. Уже 1,5 года прошло. За 1,5 года внуки, каждый приезжал по 1 разу. Супруга ездит постоянно в дороге. Приезжает 2-3 недели здесь, потом 2-3 недели уезжает в Крым. Разрывается между мной и детьми и внуками. Вот в такой обстановке живем. А при каком условии вы сможете вернуться в Крым? Для оккупации Крыма и когда российской власти в Крыму не будет. Спасибо.